Здравствуйте, в эфире телеканала «Якутия-24 новости», в студии Мадина Халикова. Коечный фонд республики заполнен на 80%. В Якутии принимают меры по развертыванию дополнительных мест для пациентов с коронавирусом. Об этом в ходе прямого эфира «Инстаграм» сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балапкина. Она отметила, что больше всего коек занято в стационарах Якутска, Хангаласском и Мегино-Кангаласском районах. Поэтому дополнительные места откроют в том числе не только на базах инфекционных больниц и лечебных учреждений. 16 нарушений антиковидных мер выявили специалисты территориальных органов управления и сводной группы оперативного штаба окружной администрации Якутска в ходе рейда. Они проверили 215 объектов, в том числе организация общепита и общественный транспорт. По итогам составили 3 протокола, а также провели 40 профилактических бесед. В автодорожном округе проверили 21 объект, в Гагаринском 33, в Губинском и Октябрьском по 22, в Сайсарском 24, в Строительном 5, в Центральном 10, в микрорайоне Марха 8 объектов. Также рейды прошли в ночных заведениях, некоторые из них продолжают работу, несмотря на введенные ограничения. Предложение главного санитарного врача Якутии Маргариты Игнатьевой рассмотрят на заседании оперативного штаба сегодня. Об этом на ежедневном брифинге заявила вице-премьер Ольга Балапкина. Ситуация с распространением ковида остается напряженной. Главный санврач Якутии предложила ввести систему QR-кодов для посещения мест массового скопления людей. По данным на 11 октября в Якутии выявлено 234 новых случая, 123 из которых в Якутске. Наиболее сложная обстановка в Мегино-Кангаласском, Вилюйском, Намском, Усть-Алданском, Хангаласском и Чурапчинском улусах. Тем временем продолжается прививочная кампания. Первую вакцинацию прошли более 360 тысяч человек, второй компонент получили более 338 тысяч. Ревакцинировано 15 тысяч 36 человек. С сегодняшнего дня закрылась навигация для маломерных судов Якутии. Приказ регионального Минтранса касается пока только судов подконтрольных инспекций по маломерным судам ГУМЧС России. Если в начале октября навигация для этой категории судов была закрыта по северным рекам, то с сегодняшнего дня сезон закрыли Вилюйская и центральная группа улусов, в том числе Якутск и Жатай. Какие суда не имеют права больше выходить на реку и какие штрафы ждут их владельцев, в материале Ульяны Шагиной. Первый день рейда сотрудников ГИМ сразу выявил нарушителей. 3 мужчин удивились, узнав о закрытии навигации. Но незнание законов не освобождает от ответственности. Данное маломерное судно нарушило условия по району плавания. И на них будет выписано постановление по статье 11.8, часть 1. Штраф от 5 до 10 тысяч. Госинспекция по маломерным судам контролирует некоммерческие катера и лодки вместимостью до 12 человек, владельцами которых, как правило, являются рыбаки, охотники и любители отдыха на лоне природы. Как правило, именно они и становятся частыми нарушителями сроков навигации. Рискованных владельцев маломерных судов не пугают ни лед, ни штрафы, поэтому инспекторы в эти дни уделяют большое внимание именно профилактической работе. Объясняется людям, как они подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизнь рядом сидящих пассажиров. Инспекторы отмечают, опасно как само ледообразование на реке, так и понижение уровней воды именно в это время года. Зачастую это приводит к повреждениям подводной части судна. С понижением температуры на водоемах территории Республики Саха-Якутия образуется ледообразование. Тем самым опасно движение для маломерных судов. Профилактика ведется вблизи береговой линии с судоводителями. Судоводители вообще готовят свои суда к зимнему отстою, зачищают судно, подготавливают судно к зимнему отстою. Для частных извозчиков осенний сезон пока не закрыт. Желающих перебраться с одного берега на другой стало в разы меньше, но тарифы пока летние – 500 рублей до противоположного берега. Ждут подмерзания реки, чтобы начать эксплуатацию хибусов на воздушных подушках. У нас рейсы продолжаются, мы будем ходить, когда суда не встанут уже, получается. Это до какого примерно? Когда канал начнет замерзать уже, мы будем уже вставать, переходить на подушки. По предварительным прогнозам Якутского гидромедцентра, устойчивое ледообразование прогнозируется уже после 15 октября. К этому времени паромные переправы по маршруту Якутск-Нижний Бестях также будут ходить в сопровождении тяжелых буксиров. А в период интенсивного ледостава их уже будут сопровождать ледоколы. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск.
Ввоз некоторых продуктов из Китая в Россию приостановлен. Такое распоряжение выдал Роспотребнадзор. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства. Запрет коснулся кукурузных лапши, вермишели и чипсов, а также печенья с игрушкой-сюрпризом внутри и яйца с десертом из шоколадного крема. Причиной такого решения стало наличие в этих продуктах ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои, содержание которых в ряде образцов превышено в 5 раз, а информация об этих компонентах отсутствовала на этикетке. Сегодня в Якутии стартует межрегиональный форум внедрения и реализация комплексного энергоснабжения на территории Республики Саха-Якутия. Основная задача – представить опыт Якутии в реализации энергосберегающих проектов, а также привлечение инвестиций. Важно представить ЖКХ и бюджетную сферу региона как привлекательные для объектов и проектов комплексного энергосервиса. Якутия – один из регионов-лидеров по развитию нормативной базы и практики энергосервиса в России. Форум станет дискуссионной площадкой для актуальных вопросов энергосбережения и привлечения инвестиций в регион. В детском саду «Энергетик» в Нерюнгри появился новый интерактивный стол. Спонсорскую помощь в приобретении оказал нерюнгринский филиал компании «Газпром Гастранс Томск». В минувшую пятницу состоялась официальная передача оборудования. В этом году в детском саду началась реализация проекта по социализации и ранней профориентации детей дошкольного возраста «Хочу все знать профи». Когда начиналась эта работа, коллеги из Москвы, которые занимаются созданием мастерских профессий, подсказали обратиться с письмами в организации и попросить помощи в приобретении технической базы. Руководство компании «Газпром Трансгаз Томск» откликнулось на просьбу, и было принято решение в первую очередь купить сенсорный стол. Заказали это оборудование в городе Королев Московской области, нашли специальное оборудование, которое подходило под деятельность дошкольного образовательного учреждения, чтобы это все было в соответствии с требованиями Рособорнадзора, Роспотребнадзора, и чтобы детям было удобно работать с ним. Вот сегодня этот сенсорный стол находится в детском саду, и он является хорошим дополнением для реализации нашего проекта «Хочу все знать профи». Особенностью этого оборудования является пакет из 313 обучающих и развивающих игр для детей в возрасте от 3 до 7 лет для развития интеллекта, речи, тактильной чувствительности. Одновременно за этим столом может работать группа детей из 4-5 человек и педагога. Стол реагирует одновременно на 20 касаний по его поверхности. Интерактивный стол может использоваться как обычными воспитателями в своей работе, так может использоваться и узкими специалистами, дефектологом, логопедом, психологом в своей работе с детьми, как с обычными детьми, так и с детьми с особыми образовательными потребностями. Мы его только начинаем опробовать. Сейчас проводим консультирование воспитателей. В этом году социальный проект «Хочу все знать профи», реализуемый в детском саду «Энергетик», стал кандидатом на республиканскую инновационную площадку. А новое оборудование станет прекрасным дополнением к образовательной части проекта. Екатерина Павлова, Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. В России начинается эксперимент с электронными аттестатами о среднем и общем образовании. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он продлится до конца года. Цифровой аттестат будет доступен через личный кабинет на портале госуслуг. В него войдет вся информация о полученном образовании выпускника, заверенная электронной подписью вуза. Участвовать в эксперименте будут школы, функционирующие на базе 5 российских университетов. Цифровой диплом или аттестат не нужно предоставлять при трудоустройстве. Работодатель сможет получить доступ к ресурсу и сам узнать все, что нужно об уровне подготовки и знаниях своего будущего работника. Обсудили с губернатором. В Нерюнгринском районе работники культуры обсудили дальнейшие планы работы. В числе первоочередных задач, требующих решения, ремонт большого зала Центра культуры, обновление сценических костюмов, участие в фестивалях и конкурсах за пределами района и республики, издание книг признанных местных авторов. Кроме того, творческую общественность тревожит отсутствие возможности из-за ковида выступать на сцене, встречаться со зрителем. Сегодня решения о проведении мероприятий принимаются исходя из обстановки в районе с учетом соблюдения всех противоковидных требований. Абсолютного запрета на культурные мероприятия нет, и если уровень заболеваемости в районе сохранится на достаточно низком уровне, в ближайшее время Оперштаб сможет принять решение о проведении на сцене Центра культуры ранее отложенного концерта «Соловушки».
Хорошая беседа получилась, мы озвучивали свои проблемы, одна из которых главнейшая на данном этапе – это разрешение проведения мероприятий. Надеюсь, что нас услышат, и этот вопрос будет решен положительно. Мы задавали вопросы об обновлении костюмов для наших коллективов, о поездках, о возможных фестивалях и конкурсах. И нас волнует ремонт нашего большого зала Центра культуры и духовности. Разговор был плодотворным. Мы уверены, что нас услышали, и мы получим положительные результаты нашей встречи. В начале октября фильм Михаила Лукачевского «Вертолет» стал победителем фестиваля «Киношок», но, к сожалению, режиссер фильма не смог присутствовать на вручении награды. И сегодня во время пресс-конференции продюсер и сценарист картины Иннокентий Васильев вручил статуэтку «Золотая лоза» Михаилу Лукачевскому. Кроме того, картина получила призы за лучшую режиссуру, приз имени Княжинского за лучшую операторскую работу, а также диплом прессы. В центре сюжета история семьи, чей ребенок заболевает после приезда к родственникам в отдаленный северный поселок. Картину планируют выпустить в прокат в феврале следующего года. Режиссер в то время работал над своими другими картинами. Открывался театральный сезон, и нельзя было задействовать их в этой поездке. Сам поехал, и получилось так, что за всех взял эти призы этот год. Хотя бы до Нового года мы будем все равно по фестивалям ездить. Вот завтра у нас буквально едет наш режиссер в другой кинофестиваль, в Камчатку. Это «Черный ворон», по-моему, как я сейчас помню. И в последующем тоже хотим какой-нибудь фестиваль тоже задействовать до Нового года. Встречу со спортсменами сборной России по биатлону провел председатель правительства республики Андрей Тарасенко. Группа прибыла на тренировки в Алдан, где будет готовиться к Кубку мира. С 12 октября по 3 ноября биатлонисты помимо тренировок проведут совместные контрольные старты с юношеской сборной республики. Андрей Тарасенко в ходе встречи отметил, что спортсмены – настоящий пример для молодежи. Юниоры имеют возможность учиться у титулованных биатлонистов страны. И со своей стороны глава республиканского правительства отметил, что окажет всестороннюю поддержку, чтобы сборы прошли хорошо. Напомним, сборная России по биатлону готовится к первому этапу Кубка мира, который пройдет в конце ноября в Швеции. Но главной задачей ставят тренировку перед Олимпийскими играми. Якутские спортсмены завоевали медали на всероссийских турнирах по пауэрлифтингу среди слепых лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. На чемпионате России по спорту слепых у якутян полный комплект наград. Тускулана Потапова стала чемпионкой весовой категории до 56 килограммов. Аял Данилов в весе до 60 килограммов. Получил серебро Сергей Безносов в этой же категории стал третьим призером. Также на Кубке России Елена Тарасова в весовой категории свыше 86 килограммов завоевала бронзовую награду. Участниками Кубка России стали более 150 спортсменов из 42 регионов страны. На чемпионате России за призовые места соревновались около 70 спортсменов из 28 субъектов. К этому часу у меня вся информация. О развитии событий смотрите далее, не переключайтесь.